Ого, ты сегодня потрясающе выглядишь. По какому поводу такой шикарный лук? Ты знаешь, после нашей прошлой передачи я решил добавить немного эпатажа в свой стайл. Поэтому прочитал 2 книжки, это «Лягушка-путешественница» и «Все о моде». И сегодня я буду экспертом вместе с тобой и буду задавать стиль для нашей героини. Да, чувствую, сегодня будет весело. Однозначно. Меня зовут Эльмира, мне 35 лет, живу я в городе Симферополе. По образованию я бухгалтер, но поработав какое-то время на этой специальности, я поняла, что это не то, чем я хочу заниматься, и решила попробовать себя в другой сфере, в сфере образования. На данный момент я работаю воспитателем в детском саду, и я поняла, что это то, что мне нравится. Там определенные требования в одежде, нужно носить платья и юбки, что для меня это стало проблемой. Что одевать и как одевать, совмещать. Посмотрев вашу передачу и увидев ваших героинь, я увидела, как можно поменяться кардинально. Придя на ваш проект, я хочу посмотреть на себя со стороны, какой я буду другой. Я хочу получить опыт, как правильно одеваться, как выглядеть стройнее, чтобы быть еще более уверенной в себе, выглядеть хорошо и модно одеваться. У меня есть цель, к которой я иду. И надеюсь, что ваш проект поможет мне достигнуть той цели, которой я хочу. И оставаться красивой и счастливой женщиной. Строгий, лаконичный и в то же время притягательный образ. Удлиненный жакет с ремнем подчеркивает талию, а V-образный вырез создает вертикаль в районе плечевого пояса. Тем самым все приемы в этом комплекте работают на удлинение силуэта. Прикольненько. А я предлагаю в строгий образ нашей героини добавить немного современных тенденций, а конкретно освежить ее образ капелькой минимализма. И добавить ей вот такую сумочку, куда вместится самое необходимое для любой дамы, а конкретно последний писк моды. Образ в бежевой гамме идеально вытягивает силуэт, несмотря на его объемность. Этот образ отлично сойдется с кедами, а также с обувью на каблуке. В нашем случае мы добавили немного шика. Я думаю, шапочка идеально дополнит образ нашей героини, потому что здесь есть бубенчик. Отлично подходит под обувь нашей героини и под принт на ее футболке. Таким образом, мы практически оживим девушку с принта. Гениальный ты наш. Последний образ немного хулиганский и дерзкий. Я такая девчонка, только что слезшая с байка. А все благодаря тому, что мы сочетали кожу и джинс. Кстати, вот третий образ для нашей героини, учитывая ее профессию, достаточно смелый наряд. Поэтому хотелось бы поинтересоваться, какой образ все же был по душе сегодня из нашей примерки. Мне понравилось, конечно, все 3 образа, но по душе мне первые 2 образа, они более подходят для моей работы, для повседневной жизни. Конечно же, и этот образ я постараюсь одеть в гости. Кстати, вот чтобы третий образ прижился, возможно, необходимо просто овладеть умением свистеть. Ведь если умеешь свистеть, можно тормознуть любой байк и любое такси. Кстати, магазин закрывается, поэтому... Такси!
Зулимар, давай подумаем, что мы можем предложить Эльмире, да, сегодня. Вот мое мнение, что объемы в ее стрижке нынешней, они неправильно распределены. Я бы, допустим, подняла этот объем с плеч в зону затылка, либо в зону макушки. Ну и цвет волос, мне кажется, вполне органичен на ней. Как ты думаешь? Я предлагаю сделать более стильное решение, Может быть, которое на основе для нее боба, будет, да? думаю, что да, на основе боба, которое для нее будет несколько сюрпризным и преображение будет значительным. Я бы все же перекрасил нашу героиню в клубничный блонд и сделал бы ей прическу классический каскад. Чем мне нравится эта прическа, это плавные переходы и легкая градация. А еще можно ее носить как с челкой, так и без. Прикольный клубничный бульон. У вас ровная линия брови, поэтому я немножечко приподняла уголочек. Вот в ежедневном макияже рекомендую вам тоже дорисовывать уголочек брови и приподнимать волоски прозрачной тушью, фиксирующей. И еще в ежедневном макияже губ рекомендую использовать теплые оттенки помад, чтобы перекрыть холодный оттенок вашего татуажа. Он не очень идет. И под оттенок помады постарайтесь выбрать себе румяна. То есть, если теплая помада, значит и теплый оттенок румяшки должен быть, чтобы соответствовал. Дети – это цветы нашей жизни, поэтому несказанную радость и большое удовольствие наша героиня ощущает на своем рабочем месте. Но приходя домой, она понимает, что ей не хватает внимания, что она хочет перемен. Поэтому она обратилась к нам в проект. Итак, мы можем встречать Эльмиру. Ты у нас и так была всегда красивая, но сейчас просто эффект вау. На тебе очень красивое платье, которое подчеркивает твою фигуру. Безумно классная стрижка, просто которая нас шокировала. Даже не ожидали, что настолько круто все получится. Теперь с таким стилем по жизни, чтобы тебе круто везло. Эльмирочка, ты всегда была очень красивая, но сегодня ты очень женственная. Тебе очень хорошо с этой стрижечкой. Ты красотка. Я думаю, никто не узнает нашу Эльмирочку. Очень невероятно красиво, особенно эта стрижка. Вау, просто бомба. Очень круто, очень тебе идет этот цвет платья. Я хочу, чтобы ты всегда так же сияла, ходила с улыбкой на лице и вот шла с той походкой уверенной, как ты подошла к нам. Браво, мне очень нравится. Кстати, а сейчас, девчонки, с такой же уверенной походкой мы можем направиться к нашей героине и все ее обнять, поздравить с новым ее образом. Мое впечатление не описать, мурашки по коже. Я хочу сказать огромное Саву, спасибо за вашу проделанную работу. Мне безумно все нравится. Я очень рада, что я попала на этот проект. Поменяв себя,
я поменяю свою жизнь в лучшую сторону. Иншаллах, все будет хорошо. Спасибо вам, девочки, за вашу поддержку, за то, что вы у меня есть. Я очень рада, я очень счастлива. Сегодня как никогда. Sağ olun всем. I'm sitting by the west side, waiting on a good time when I see you from across the room. Sipping whiskey from a wine glass, pouring from your own flask when you look up and you see me too. I'm not one for chasing, that might be changing. I was sitting by the west side, waiting on a good time when I met you. It feels like gravity, this thing we have. Ой, ты знаешь, Халиды, быть стилистом это, конечно, очень круто, но очень утомительно. Поэтому буду-ка я просто Исой, а стиль для наших участников диктовать будешь ты. Друзья, если вы также хотите стать участником нашего проекта, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До встречи!